И сегодня же в Воркуте открыли мемориальную доску Игорю Шпектору. Установили ее на фасаде дома, где он жил с 1976 по 2007 год. Вспомнить Игоря Леонидовича собрались представители власти, депутаты, соратники, коллеги и простые горожане. Словом, все, кто хорошо помнит бывшего градоначальника, кто работал вместе с ним и поднимал заполярный город. Любимые слова у него были: а что ты сделал для Воркуты? Я говорю: слушайте, я работаю. Он говорит: и я работаю. Я говорю: а что надо-то делать? Я говорю: надо больше работать. Вот. И с этого времени, знаете, вот он же мог зайти действительно неожиданно, в любое время. Когда тебя звонили в 4 утра, и начальник штаба гражданской обороны говорил: пора вставать. Я говорю: война? Он говорит: нет, к Игорю Леонидовичу. Сегодня мало кто знает, что Игорь Шпектор – родной племянник легендарного артиста Марка Бернеса. По стопам дяди он не пошел. В 1969 году Игорь Леонидович приехал в Воркуту из Харькова. Начал с простого инженера в тепловодоканале, дорос до директора. Именно Игорь Леонидович стал автором проекта по очистке шахтных вод, руководителем строительства единственной в мире плотины за полярным кругом, начальником штабов многих уникальных строительных объектов Заполярья в условиях вечной мерзлоты. Он 7 раз избирался депутатом городского и районных советов, становился депутатом Верховного Совета и депутатом Госсовета 3 созывов Республики Коми. При нем Воркута стала местом проведения спартакиады народов Севера России. Знаковый человек, который возглавлял не только городские организации, но и организации федерального масштаба. Это Союз городов Заполярья, это Общественная палата. И его уровень как человека, как руководителя, его харизматичность, она давала много преимуществ в Воркуте в ее современном становлении. К нему прислушивались в том числе руководители государства, руководители министерств, правительства. С 2009 года Игорь Шпектор в Общественной палате России. Руководил комиссией по ЖКХ, строительству и дорогам. 2 года назад он ушел из жизни, но после себя оставил великое наследие.